В Сухумском открытом институте завершилась жаркая пора вступительных экзаменов. В этом году в это учебное заведение поступило более 80 абитуриентов по 7 направлениям. В основном студенты предпочли такие специальности, как таможенное дело, экономика, туризм. А по нескольким направлениям в этом году и вовсе нет набора. Предпочитают, мы, правда, их отговариваем, мы какую-то профориентационную работу проводим. Очень многие в этом году, 60-70% заявлений на внешнеэкономическую деятельность и таможенное дело. Хотелось бы, чтобы больше всего на агроэкономику, потому что страна наша аграрная, нуждается в экономистах сельского хозяйства. В институте большое внимание уделяется развитию абхазского языка, издаются методические пособия по его изучению. Преподаватели усиленно занимаются со студентами. Обязательным предметом при поступлении в СУИ является именно знание родного языка. По словам ректора СУИ Валерия Кварчи, уровень подготовки абитуриентов достаточно низкий. Именно по этой причине пришлось заново проводить диктанты по русскому и абхазскому языку. Через подготовительное отделение к нам, как правило, каждый год поступает где-то 40-45. И в этом году поступило через подготовительное отделение 30 человек. То есть там уровень знаний можно считать твердая тройка. А вот те, которые подают заявление на общих основаниях, здесь у нас проблемы. Слабые знания проявили по абхазскому диктанту. И здесь русский язык тоже, получается, плохо пишут диктант, плохо знают русский язык. В Сухумском открытом институте также ведется прием абитуриентов на агроэкономический факультет. Эта специальность как никогда востребована в республике. Однако желающих освоить именно эту профессию оказалось немного. Было подано всего 7 заявлений, а поступило 4 человека. По словам студентов, они предпочли более престижные специальности. Я учился в 6-й средней школе номер 6, кончил 6-ю школу, поступаю СУИ, в таможню. Я рассчитывал, что будет легче, они были сложные, но я сдал все экзамены, поступил. Тех, кто уже поступил в институт, впереди ждет нелегкая студенческая жизнь. Ну а ребята, которые по определенным причинам не смогли поступить, будут иметь возможность подготовиться и попробовать свои силы в следующем году. Сария Смерть, Тимур Гухия, Абхазское телевидение.